Ольга Владимировна, кто вы? Прежде всего, я философ. Ну или точно человек, который имеет непосредственное отношение к философии. Я считаю, что это моя судьба, что это дар, который мне дан. И я с философией навсегда. Но, во-вторых, я основатель проекта «Школа органичного знания СОК». А что вас больше всего привлекало в профессии учителя? Почему было такое желание? Наверное, трудно сказать, но мне нравились учебники, мне нравились тетрадки. Я очень любила писать. То есть я прямо садилась и даже не умея писать, я писала вот такие закорючки в тетрадочке мелким убористым почерком. Это первое. И, конечно, я очень любила читать. И мне казалось, что именно этим я могу делиться с кем-либо. Просто ролевая модель учительницы, которая привлекает. А как проходили ваши школьные годы? Для вас школа вот чем запомнилась? Школьные годы? Школьные годы чудесные. Я очень любила театр. И я, в общем, активно занималась актерским мастерством. Кстати, еще одна мечта, кем я хотела стать. Я хотела стать актрисой. Ну и по сути вот это все, наверное, сложилось, и все это уже изначально определило меня в сегодняшнем моем амплуа. Да? То есть соединилось все. Я стою перед студентами, я читаю лекции, и я немного актриса. Я занимаюсь философией, я пишу тексты, я пишу книги, я пишу какие-то свои работы, я не могу без этого жить. Я по-прежнему читаю книги, я по-прежнему общаюсь с людьми. А для вас школа — это больше вот счастливый период или были какие-то моменты, когда вот вам не хотелось школы или что-то прям не нравилось? Трудно сказать вот сейчас о впечатлениях, но да, школа. Наверное, я из всей школьной жизни запомнила учителей, которые меня вдохновили. И именно этот опыт остался со мной навсегда. Например, у меня была прекрасная, замечательная учительница по литературе Юрчик Людмила Михайловна. К сожалению, ее нет в живых. И я понимала, что я влюблена в литературу на всю жизнь. И, в общем-то, поэтому я пошла учиться на филологический факультет. Русское отделение и литература, хотя меня приглашали на иностранные языки, но это опять о том, что вдохновляет ребенка. Конечно, человек прежде всего. Не само знание, это уже вторично, а сам человек, в которого ты влюбляешься. И я точно так же влюблялась. Точно такие же преподаватели у меня были в вузе. Да? То есть ты влюбляешься, ты идешь за человеком и, в общем, постигаешь то знание, которым он владеет. А были какие-то книги, которые прям перевернули ваше сознание, возможно, вдохновили вас на какую-то деятельность? Вы знаете, я так много прочитала книг, учась на филологическом, начиная с Аристотеля и Платона, не говоря уже о классической литературе, как русской, так и западноевропейской. Когда-то Гоголя я знала наизусть, Марину Цветаеву я знала наизусть. Когда меня спрашивают, а кто у вас любимый писатель, философ? Слушайте, я люблю их всех. Ну, потому что их, во-первых, можно пересчитать по пальцам. Да? Каждый подарил миру какую-то идею, причем идею очень мощную, красивую. И я купаюсь в своем собственном удовольствии от того, что я просто прикасаюсь вообще к этой мудрости, которая выработана тысячелетиями. Вот. И если меня спросите, как я отношусь к Льву Николаевичу Толстому, не люблю. Достоевского люблю. Он догматичен. Он догматичен. Он уже проповедует, он знает ответы на все вопросы. Он скучен. Вам больше нравится ищущий такой писатель, автор, да? Ну да, конечно. Мне вообще нравятся писатели, которые провоцируют. Потому что только те, кто провоцирует, включают мышление. По-другому это невозможно. Между прочим, все философы, они хулиганы и циники. Потому что им нужно включить мышление. Они будут говорить как раз те вещи, которые не приняты, возможно, всеми. Невозможно, а точно. Потому что иначе человека просто не заставить думать. А вы сами являетесь таким человеком, который идет против системы? В чем это выражается? Да, сказала я.
Да. Ну, на самом деле, конечно, говорить такие провокационные вещи, что я иду против системы. Систем много. Вопрос, на самом деле, не в том, против чего ты идешь, а в какой точке системы и конфигурации систем ты находишься. Вот я всегда нахожусь на границе. Когда ты находишься на границе системы, ты можешь на нее посмотреть и отрефлексировать саму систему, в каком положении она находится. Вот что важно. Не то, что ты бьешься с ветряными мельницами, непонятно зачем, почему. Все, ну, может быть, и искусство жить, и искусство мыслить заключается в том, чтобы понимать на границе, на какой границе, в какой точке ты находишься. И тогда тебе будет понятно, что это за система, что это за система, что это за система. На языке философии это называется дискурсы. Нужно понимать, кто говорит на каком языке. Понимаете? Ведь если я понимаю, когда там даже мои близкие люди, если мы возьмем с вами повседневность, кто на каком языке говорит, все же становится понятным. Зачем конфликтовать? Зачем идти на какие-то бои? Есть восточная мудрость. Я вообще сама очень люблю практиковать боевые искусства. Неожиданно очень. Да. Может быть, это и неожиданно, но айкидо — это мое любимое боевое искусство. Вопрос: какой бой является самым лучшим? Которого не было? Конечно, которого не было. Когда меня спрашивают, а вот как у вас сложились такие отношения с мужем? Так все же понятно. Почему нужно выяснять какие-то отношения, если вообще все понятно? Кто на каком языке разговаривает? Это способность быть на границе. Это способность быть между. Это способность как раз критического мышления. Все же понятно. Вот скажите, пожалуйста, как в вашу жизнь пришла философия? Почему вы не продолжили свой филологический путь? Да, это удивительно вообще. Я могу сказать, когда я закончила филологический факультет, я попала в западноевропейские компании. Это тоже такая, наверное, неожиданность. Да, в моем жизненном опыте работа в компании, которые насчитывают столетний опыт присутствия на рынках. И я училась западноевропейскому менеджменту. И, в общем, я достигала определенных вершин именно в бизнесе, да, но в корпоративном бизнесе. Мне в какой-то момент просто стало скучно. Мне стало все понятно. Понимаете, продавать чупа-чупсы, конечно, должен быть какой-то талант продавца, но а что больше? То есть вы уже поняли определенную схему, допустим, Абсолютно. продажи, и Абсолютно. дальше уже некуда идти. Абсолютно. Но, с другой стороны, ведь покупатели, они тоже же разные, и они меняются, и определенный спрос, он может и угаснуть. То есть это для вас не является поиском? Нет, совсем нет, потому что, понимаете, тоже существует несколько языков. С любым человеком можно найти общий язык. Их не так на самом деле много, этих языков. Вот. Просто это те области, которые, ну, они просто не сравнятся с той же наукой, бесконечной и вечной. Понимаете? Один бизнес ушел, пришел, реальность поменялась, индустриальное общество сменилось постиндустриальным, и вот, пожалуйста. То есть бизнес один просто умер, второй пришел. Умирают столетние корпорации, незаметно для нас. Мы еще вот недавно слышали имя какой-то корпорации, сегодня ее уже нет. И сегодня ее просто уже нет. Вы посмотрите. Вот. А наука остается. Наука вечна. А уж философия, тем более, как писал Аристотель, да, как говорили древние, сколько философии лет, никто не знает. Когда она появилась, никто не знает. Но она точно появилась, когда появился человек. И точно так же философия уйдет с последним человеком. Поэтому есть такие бесконечные области познания, есть, безусловно, какая-то ограниченность в других сферах. Конечно, вдохновляет то, что бесконечно. А что еще дало вам изучение философии? Как вы это применяете в жизни? Философия — это мышление. Как можно применить мышление в жизни? Оно просто есть. И ты так живешь. Ты живешь и дышишь, и мыслишь. Это вещи тождественные. А что было после окончания
философского факультета? Я не заканчивала философский факультет, я сразу поступила в аспирантуру и через 3 года защитила диссертацию. А по какой теме? Тема, которая меня волновала, потому что философией нужно заниматься следующим образом. Ты должен писать только о том, что тебя волнует. На тот момент мне были интересны вопросы сексуальности, пола, тем более, что ни одной приличной работы по этому вопросу не было. Это как раз было начало того процесса, который сегодня очень актуален. Но на самом деле я ответила на все вопросы, и все, что происходит сегодня, все это было прописано в этой работе. Вам никогда не хотелось идти работать в обычную школу? Преподавать литературу, допустим? У меня на самом деле был такой опыт. Я преподавала в 86-м лицее. У меня был прекрасный опыт. Меня сразу, маленькую девочку, поставили на 10-11 класс. И все мои дети, они сегодня взрослые люди. И, кстати, готовы привести своих детей учиться к нам. Чудесные ребята, и у меня все получилось. У меня вообще все получилось. Но сразу после вот этого 2-летнего опыта меня пригласила работать к себе частная школа, первая частная школа, которая была в 2000-х годах, Приватиссимо. И, в общем, вот тогда еще год я отработала там. Вот. А потом я уже ушла попробовать жизнь, потому что мне было интересно все попробовать в этой жизни. Как вы пришли к своему образовательному проекту? Через своих детей. Через своих детей. Они у вас, получается, учились где изначально? Да, когда-то, старший сын, он тоже уже кандидат наук, и он учился еще в советской школе. И, в общем, все было понятно, все было как у нас. Но когда средняя дочка, она училась в лицее, в одном из лучших лицеев города, но видя, что происходит через нее, у меня возникало очень много вопросов, и я понимала, что школа очень изменилась, и именно содержательно она изменилась. Для нас и для меня очень ценным является ресурс времени. Каждый день хочется проживать полно. И когда ты понимаешь, что ребенок теряет это время, нужно что-то делать. У меня все было хорошо у дочки. Она была отличницей в лицее, и все было замечательно. Но я понимала, что в средней школе пойдет провал. Он и в начальной уже шел. Что вы имеете в виду по словам провал? Провал — Какие это значит, предпосылки что были? тех знаний, которые бы я хотела, чтобы были у моих детей, их просто не будет. Потому что сама школьная система не предполагает, у них нет тех оснований, которые, например, мы. И наш проект закладывает вот в то, что мы понимаем под хорошим образованием. То есть изначально идея образовательного проекта возникла как место, в котором бы могли учиться ваши дети и получать достойные знания. Да, абсолютно. И можете вы рассказать, что было первым этапом? Первым этапом мы организовали первую группу, куда пригласили работать лучших преподавателей города, в том числе и известных преподавателей, которые сегодня являются тренерами ребят, побеждающих на олимпиадах и в том числе уже международного уровня. И, в общем-то, вот это был первый шаг. То есть первая идея – это сохранить фундаментальную науку, научные знания и попробовать ее ввести вот, собственно, в школьное образование. Я просто скажу, чтобы не быть голословной. Совсем недавно мы ездили на Всероссийский форум «Все наука». И было проведено исследование петербургскими коллегами на тему того, какой процент научных знаний занимает в школьной программе. Вообще, сколько науки в школе? Как вы думаете? Скорее всего, маленький, да? Абсолютно. То есть столько к старшей школе где-то знаний, которые даются в школе, приближается к 14%. Вопрос, чему учат в школе? Вопрос чему риторический. учат в школе? Вопрос риторический.
Но это только содержательный вопрос. Я не говорю о воспитательных моментах, об атмосферных моментах, еще каких-то моментах. То есть о тех функциях, которые выполняла, например, советская школа. Да? С чем сравниваем? А вы считаете, все-таки школа должна воспитывать родителей, или это в совокупности должно происходить? Это должно происходить, наверное, в совокупности. Сама среда. Вот смотрите, мы говорим, среда воспитывает. Что является средой? Абсолютно очевидно, что среда – это язык, в который попадает ребенок. И воспитывает язык. Язык чей? Мамы, папы, учителей, ровесников, дворовых друзей. Чей язык воспитывает? Конечно, это совокупность. И что мы понимаем под словом «воспитание»? Может ли сегодня родитель четко сказать, как он воспитывает и чему он учит? Скорее всего, нет. Это очень сложный вопрос. К чему нам готовить наших детей? Или мы берем за основу вечные ценности? Тогда какие это вечные ценности? Расскажите нам о них. Чему мы учим детей? Или их уже нет? Это ценности той же самой советской идеологии, но их уже тоже сегодня нет. Какие эти ценности? Что это за ценности? Знает ли это каждый родитель? А школа? Что она предъявляет и представляет и декларирует? Это очень сложный вопрос. Это вообще системный вопрос. На который еще общество не знает ответа до сих пор. Общество не знает ответа до сих пор. Если вернуться к теме создания вашего образовательного проекта, то, получается, у вас появилась идея, вы набрали команду, а что потом, как все это возникло? Это возникало естественным путем. То есть появлялся какой-то запрос. Все дело в том, что когда мы начали заниматься с детьми, которые к нам приходили фундаментальным научным знанием, мы очень быстро поняли, что если нет места, куда можно положить эти знания, это означает одно. Мы это знание просто никуда не положим. Это очень важный момент. Должно быть место. А место – это как раз продукт воспитания. Ребенок должен быть готов к тому, чтобы взять это знание. Ребенок должен как минимум хотеть взять это знание. А у нас сегодня дети просто не умеют желать, а тем более желать какого-то познания. То есть вот этот мотивационный момент сегодня вообще выключен. Если вы спросите 5-летних детей, например, чего они хотят, о чем они мечтают, вы можете запросто наткнуться на то, что ребенок просто скажет ни о чем. Как вы решали эту проблему? Как мы решаем эту проблему? Через самих себя. Дети попадают к нам, они начинают видеть нас, как живем мы. Поэтому мы говорим, что для нас очень важна роль учителя, ролевая модель учителя. Причем у нас учитель не классический учитель. Это нужно понимать. Это заметно по вашему преподавательскому составу. Да, не классический учитель. То есть то, как он говорит, то, как он двигается, то, как он решает какие-то задачи, то, как он себя ведет, то, как он общается, то, как он говорит «здравствуйте», то, как он одет, в конце концов, да как он, в конце концов, ест. Это все культура. Вот такое удивительное слово «культура». Вообще, что такое культура? Да? Вот это все дети видят, и они начинают влюбляться, подражать, и начинают хотеть знать и походить на этого человека. Вот, например, Андрей Павлович Гоголев. Слушайте, вы просто его послушайте, и вам захочется говорить так же. И если мы говорим, что, друзья, мы будем писать свои учебники, это у нас проект, в котором участвуют дети. Они разве ребенку, конечно, разве ребенку не захочется написать учебник? А если мы, и более того, мы собираемся, и это мы сделаем обязательно, мы будем публиковать работы наших детей. Их тексты, вот одна девочка написала текст как-то раз, и Андрей Павлович рассказывает. Слушайте, я даже не понял, может быть, я Цветаеву поэзию подзабыл, или у Бродского списала.
И это пишут дети. Это хорошо. Да? Это детей вдохновляет. Вдохновляет, что их тоже кто-то прочитает и увидит. Более того, вот, кстати, ведь очень важный вопрос, чему учить, но, возможно, вы меня спросите об этом, по поводу преподавателей. Я сразу хочу сказать, что это принципиальная позиция. У нас в команде практически нет школьных учителей. Во-первых, это все преподаватели вуза, да, в основном преподаватели вуза. И я скажу почему. Почему? Либо это молодые талантливые ребята, которые после окончания университета сразу приходят к нам и попадают тоже в наш язык и в наши задачи. Во-первых, те задачи, которые мы ставим перед нашей командой, они требуют наличия высокого интеллектуального уровня. Задачи очень сложные, которые мы ставим. Во-вторых, и это принципиальная позиция в образовательной системе. Каждый наш преподаватель все строит на принципах научности. А это означает, что он понимает принцип целостности и наличия смыслов. Что я имею в виду? Сам преподаватель должен видеть сразу всю систему, в которой он работает, той предметной области, которую он знает. И тогда он сможет все выстроить правильно, системно и выстроить все структуры. То есть он должен владеть максимально тем знанием, которое он предъявляет. Дальше. Он должен видеть все смыслы. Ну, например, я просто приведу пример. Я спрашиваю: ребят, а на кой черт учить географию? Ну, скажите мне. И любой ребенок современного мира спросит: я могу открыть Google и посмотреть, где север, юг, восток и запад. Ну, что ее учить? Сколько нужно дней, чтобы понять, где какой материк находится, океаны, моря, ну хорошо, еще подучили, да? В чем смысл? Почему ты должен знать географию? Почему? Я взрослый человек, объясните мне, почему? Если вы сможете объяснить это ребенку, все, мы вас берем. И я знаю ответ географов, почему нужно знать географию. И географию. что он вам ответил, очень интересно. Ну, вот, мы отвечаем, а коллеги продолжают. Потому что география – это один из способов конструирования мира. Покажите, как он конструируется. Вот, кстати, этого не хватает, на мой взгляд, в современной школе, потому что сейчас дети не хотят, на мой взгляд, личный, просто так получать знания, им нужно понимать, зачем они это делают, зачем они тратят время. Вообще это нормальное желание. Вот представьте, вас заставят учить то, что, скажите, слушайте, а зачем? Нужно понимать, зачем. Это и есть второй принцип, принцип наличия смысла. Что я делаю не просто так что-то, а я понимаю, почему я делаю. И когда я понимаю, тогда я готова и трудиться. Я готова прилагать усилия. Я готова работать. Потому что это тоже один из принципов нашей школы. Труд. А как ты заставишь трудиться так просто? Если мне вообще непонятно, зачем это делать. То же самое происходит с математикой. То же самое происходит с историей. Зачем мне учить даты? Вот я до сих пор очень плохо ориентируюсь в каких-то датах. Понятно, что я в целом все понимаю, но я вижу взаимосвязи событий. Как они происходили, чей это был дискурс, кто говорит, как это все строилось и выстраивалось. Вот это нужно понимать, и тогда все станет интереснее. Да, конечно, на ЕГЭ вы выучите даты. Окей, но на самом деле ты уже знаешь смысл. Ты в любом случае найдешь вот в этом огромном объеме информации, ты вспомнишь просто. Вот это относится к этому, это к этому. Тут же понятно, это закономерности. Как можно прочитать всю литературу? Но наши дети знают модели, конструкты, по которым строится вся литература. Поэтому даже не зная текста, они уже могут о нем что-то написать, потому что все понятно. Вот этим. Какие принципы еще вы закладывали в ваш образовательный проект? Просто хочется понять, что бы вы хотели привнести новое, и что бы вы хотели, чтобы точно не было, как в обычной школе. Мы хотим научить детей мыслить. Как только они научатся мыслить, они начнут производить свои собственные идеи.
Как только они начнут производить собственные идеи, мир будет меняться к лучшему. Мы растим созидателей, вот эта цепочка. Мыслить, произвести идеи, созидать. А для чего мы вообще что-то вообще делаем и чему-то учим? Знание постоянно меняется, верно? А то, как это знание выстраивается, это остается. То есть структура, они стабильны. Вот мы именно этому учим. А это и есть мышление. Понимать, что откуда берется. И выстраивать свое. То есть это все помогает детям получить мотивацию при получении знаний? Да, конечно. Я еще знаю, что в вашей школе система гармоничного развития ребенка, то есть вы уделяете внимание творчеству, спорту и знаниям. Как это происходит? Это обязательно, потому что, вы понимаете, человек, если он красив во всем. Вот. А у нас есть четкая по этому поводу позиция, что, во-первых, все это связано с мозгом. И, безусловно, зная последние исследования, нейронаук, абсолютно очевидно, что нужно также работать с телом, как и с интеллектом. Дети, безусловно, элементарно, чтобы, например, выдержать даже интеллектуальные нагрузки, тело должно быть готово. Тело должно быть здоровым. Опять же, я просто приведу пример. В 10 лет я уже была кандидатом в мастера спорта по шахматам. И я когда-то ездила в школу гроссмейстера Панченко, играла с Гарри Каспаровым. И каждое утро мы бегали по 8 километров. И это было нормально, что шахматист бежит 8 километров. До сих пор. Возможно, это советское, опять же, воспитание. Если мы с вами пойдем сейчас плавать, то, у меня время 25 минут километр. То есть мы, опять же, идем через себя. Да? И если ты здоров, то у тебя есть силы и мыслить, и заниматься интеллектуальным трудом. Поэтому это, конечно, необходимо. Более того, изначально ребенок идет через развитие тела. Если он не прополз определенное данное ему природой количество километров на четвереньках, если он не прошел все этапы включения мозга, он начинает задерживаться. Поэтому мы должны все включить. Интеллект на кончиках пальцев. Никто это не отменял. Я до сих пор пишу ручкой какие-то важные для себя мысли. Безусловно, мы все пользуемся гаджетами, потому что скорость жизни просто увеличилась. Но для творчества необходимо. Вспомним, например, по-моему, та же Арбенина Диана рассказывала, что она стала в последнее время ездить на машине, и творческий потенциал стал ниже. Нужно ходить пешком, потому что ритм рождает новую музыку. То же самое касается и, собственно, нас. Человек должен ходить и много ходить, чтобы включить стопу, которая тоже влияет на развитие мозга. Поэтому если вы хотите, например, очень многие родители спрашивают, а как развивать своих детей? Гуляйте, уважаемые родители, как можно больше, гуляйте, занимайтесь спортивными играми, играйте, отдыхайте, бегайте, прыгайте, потому что это все развивает мозг маленьких детей. И, соответственно, это поддерживает в хорошем состоянии мозг взрослого человека, тем более подростка. То есть это с другой стороны. С третьей стороны. Вы понимаете, что ребенок приходит в какое-либо пространство, где он проживает свою жизнь, не только для того, чтобы зубрить какую-то предметную область, будь то математика, английский язык или французский язык. Он приходит сюда жить. И все эти смены деятельности, они позволяют детям общаться, дружить, как-то взаимодействовать. Это же разные виды деятельности, они формируют разные навыки. Например, у нас есть час самостоятельной работы, час тишины. Что это такое? Ребенок ведь должен научиться самостоятельно работать, как и любой взрослый, который тоже когда-то начинает самостоятельно работать. Ребенок должен научиться взаимодействовать в команде. Да, возможно, даже списать.
Да, возможно, закончить работу за другого, но это тоже полезные навыки, которые пригодятся в жизни. То есть вы не ругаете детей за такое? Они у нас не списывают, потому что они все очень ответственно относятся к тому, что они работают с собой над собой. Но если даже и спишут, то это тоже опыт. Мы это увидим. У нас невозможен вообще плагиат, потому что все преподаватели такого уровня, что любой плагиат будет заметен, выведен на чистую воду. И, конечно, это плохо. И об этом все знают. Мы заговорили с вами уже про задания. У меня возник вопрос. У вас задания отличаются от заданий, которые дают в общеобразовательной школе? Конечно. Как? Конечно. Какие они? Они просто вообще другие, потому что мы к образовательной школе не имеем прямого отношения никакого. А какие? Конечно, максимально творческие. Да? Ну, например, в чем смысл русского языка? Уже многие замечают, что просто переписать упражнения по русскому языку дома – это зачем? Опять ребенок задает вопрос: зачем? Зачем вам нужен язык? Вот зачем вам нужен язык? Чтобы общаться, чтобы понимать друг друга. Совершенно верно. Чтобы донести свое собственное сообщение. Давайте будем писать друг другу письма. И у вас дети пишут друг другу письма? У нас есть такой черный ящик, куда дети могут написать письмо самому себе, письмо другу и письмо всему миру. Пожалуйста, вы можете написать очень сегодня интересно. Миру. Мир. Почему сегодня вот такая чудесная, замечательная погода? В этом процессе они, естественно, уже лучше запоминают. В этом процессе происходит понимание. Вы понимаете, когда, например, ребенок просто повторяет какое-либо определение, он его тут же забывает, потому что нет смысла его запоминать. Но если он понимает смысл этого определения, мы проводили эксперимент. Как-то раз младшие дети не поверили, что старшие сходу могут вспомнить какой-либо вопрос из прошлого года обучения. И мы проверили, они подошли и задали вопрос. Мало того, что старшие дети не просто ответили, они еще уточнили, а вот с этой стороны, с этой или с третьей. И, конечно, у малышей просто было такое неподдельное удивление. Это невозможно. Это возможно, когда дети понимают. Это возможно, когда дети понимают. Какими методиками вы вдохновлялись или системами образования, когда создавали ваш проект? Ну, конечно, методик не так много разработано, но в основе мы берем творческое решение исследовательских задач. В нашей команде есть преподаватели, и, соответственно, мы очень много методов используем именно тризовских методов. Вот. Но тот же метод французских мастерских, о котором мы писали, я сама 20 лет назад проходила обучение у французов. Вот. И, собственно, мы это тоже все используем. Метод сократического диалога. Можете рассказать, что это такое? Это умение задавать вопросы. Мы не приходим к детям и не рассказываем что-то, и не выдаем на гора все, что мы знаем. Это неправильно. У вас не в формате лекции так? Нет. Нужно сделать так, чтобы ребенок сам начал задавать вопросы. И поэтому мы начинаем с самых малышей, когда мы включаем им мозг через вопрос. Вот, например, обо мне все знают в школе как о человеке, а человек, который все время задает вопросы. Все время задает вопросы. Это очень важно. В этот момент включается мышление. Теперь мне стало интересно, как у вас проходит сам урок. Если это не в формате лекции, то как? Вы определяете тему изначально? Конечно. Берется какая-то тема. Это может быть игра. Это может быть какое-то проживание эмоциональное через ассоциативные ряды. Затем мы выходим на понятие. Это все работа с языком. Я думаю, что мы это, конечно, попытаемся описать и, более того, показать, как мы это делаем конкретно на каком-то материале, потому что это всем интересно. Но да, мы это делаем. Мы постоянно работаем с языком. То есть есть некие принципы, есть, безусловно, какие-то приемы, да, описанные и нами используемые. Но я думаю, что мы это как-то еще и предъявим через какие-то темы, чтобы это было понятно, как работает. Вы уже начали говорить о самых маленьких учащихся. Скажите, пожалуйста, с какого возраста вы принимаете детей? Мы начинаем работать с детьми 6 лет. Что это означает? Это означает, что мы их как раз и учим
мыслить. То есть мы ставим все способности, мы открываем способности к интеллектуальной деятельности. То есть мы запускаем все алгоритмы языковые, да, системные, чтобы дети через 2 года, еще не осознавая, что это уже заложено, через предметные области уже понимали, что они делают. Ну, например, видели целое и часть, да? Видели, как это работает. То есть мы это делаем уже с 6-летками. Это какая-то игровая форма, да. Еще? Как правило, это игра, но потихоньку, конечно, мы их приучаем работать. То есть сосредоточенно работать, понемножку, помаленьку, через постановку ручки, через занятия языками и так далее. Но, конечно, очень много игровых моментов, потому что ребенок еще должен наиграться. И он это делает на подсознательном уровне, то есть все включается, он просто не осознает это. А вот к 5-6 классу ребенок уже осознает четко, что происходит. Он уже знает алгоритмы, как все работает и как все выстраивается. Вот там уже приходит осознанность. И тогда он должен выйти на объемы знаний. Они просто будут накладываться. Но он будет понимать, что он делает. Когда я смотрела ваш преподавательский состав, я заметила, что у вас отдельный человек есть, который преподает русский язык, и отдельную литературу. Для чего это сделано? Человек просто не может разбираться досконально в нескольких областях. То же самое, что мы можем сказать об учителе начальной школы. Кроме как по учебнику он ничего сделать не сможет. Он либо математик, либо он лингвист, либо он биолог. Поэтому у нас нет, например, учителей начальной школы. У нас все преподаватели имеют высшее образование, педагогическое образование, и, соответственно, они знают свою область и работают как специалисты в своих предметных областях. А как у вас проходят уроки литературы? Это надо сходить на уроки литературы. Ну, приоткройте завесу тайны. Нет, я просто приведу пример. Вот, если вы спросите, опять же, у детей, которые уже закончили 5 класс, они вам полностью разложат Владимира Яковлевича Проппа «Корни волшебной сказки», да? То есть они знают все о волшебной сказке, как это делается, как это конструируется. То есть они знают все секреты. А как это вам удается? Вы им даете какой-то список книг, они читают это, потом вы вместе обсуждаете? Поскольку я не преподаватель литературы, я не могу сказать, как это делается каждый день, но то, что дети читают. Конечно, все это в том числе и обсуждается. А я знаю, что вы преподаете философию. Философия в школе — это очень необычно. Скажите, как вы к этому пришли? Что это дает школьникам, насколько они ее понимают, потому что это, в принципе, предмет, который изучается больше в университетах. Да, но что такое философия? Философия — это, собственно, поиск смыслов, да, и как только я придаю чему-либо смысл, начинается философия. Но вообще философия читается, да, она может быть в разных абсолютно форматах. Например, для старших детей я читаю философию права. То есть я говорю о праве, но через философию. То есть включается как раз критическая позиция по отношению к праву. Да? То же самое о государстве. Философия права и государства. Ведь понимаете, все это выстраивается через труды философов. А поскольку мы работаем с источниками, то понятно, что вот она философия проговаривается. Это и есть философия. Вообще нужно задать тогда вопрос, а что такое философия? Где она? Она изучает все. Право, математику, философию математики, да? Философия экономики. Это все философия. Что бы ты не промысливал, это все превращается в философию. Поэтому все социальные направления, все социальные науки, они, безусловно, рассматриваются вот с этой позиции, с философской точки зрения. А для малышей, безусловно, это какие-то вопросы такого бытийственного характера. Кто я, в чем смысл жизни, что такое смерть и так далее. Об этом тоже нужно говорить.
Вообще у детей очень много вопросов, которые замалчиваются. Мы все это проговариваем. И опять смотрим на все с разной точки зрения. Мы учим мыслить. Мы показываем, что нет никаких однозначных ответов. Нет черного и белого. Давайте посмотрим на истоки. Давайте пойдем дальше, глубже, назад. И будем смотреть, откуда это идут, какие причины, какие факторы, какие следствия. Вот все. Вот и начинается исследование какого-либо вопроса. Безусловно, философия, мне вообще кажется, это уровень мышления. Это просто уровень мышления. На каком уровне ты говоришь? На уровне учебника, где просто нужно прочитать, повторить и рассказать, и отдать, и непонятно зачем. Или ты понимаешь каждое слово, которое ты произносишь, которое ты прочитываешь, которое ты пишешь. Вот в чем смысл. Ну, буквально. Дети вчера выстраивали на необитаемом острове общество. Это у вас И было решили такое пошутить. задание, да, Маленький, 5 класс, да. И они решили пошутить. А давайте заведем феечек, которые выполняют наши желания. Вы посмотрите, подсознательно они воспроизвели рабовладельческий строй. И, собственно, это я и должна им показать, что это не просто была их шутка. Она была неосознанная. Но давайте посмотрим, откуда она пришла. Очень что здорово. сработало. То есть это опять же мастерство преподавателя. Мастерство преподавателя слышать, видеть и вести. И я хочу сказать, что все процессы, которые происходят вообще с детьми, они управляемы. И даже игра с маленькими детьми, она управляема. Потому что мы четко знаем, к какому результату мы должны привести детей. Понимаете? В любой предметной области. Но я хочу сказать, что все это работает только через предметные области. Это не работает просто так. Вот сегодня все любят говорить триз, триз, триз. Давайте мы проведем по тризу что-либо. Хорошо, проводите. Но основа-то, что является основой? Триз – это метод. Должна быть предметная основа. Должен быть какой-то предмет. Вот в чем загвоздка. Но у нас вот все это превращается в триз, как, знаете, такой политический популизм. Ну что это такое? И никто не задает вопросов, а основа-то какая? Ведь это на чем-то работает. Триз – это просто метод, способ. А вот если оглянуться назад, скажите, какой бы совет вы себе дали, как реализовать себя? Как реализовать себя? Ой, мне кажется, я уже реализовала себя. А какой совет? Идти вслед за мечтой. Идти вслед за мечтой, слушать себя. Включать критическое мышление. Хотя критическое мышление, по сути, это тавтология, потому что мышление всегда критично. Конечно, нужно мыслить, нужно задавать себе вопросы. Чем больше вы задаете вопросов, тем больше шансов себя скорректировать и прийти к тому, куда вы идете. В любом случае у каждого человека есть свое предназначение. Нужно просто услышать вот этот внутренний голос, этот потенциал. А взрослым, кстати, по поводу, если брать взрослых и детей, взрослые должны дать возможности детям, чтобы они этот потенциал предъявили в конце концов. Возможности, чтобы они открылись этому миру. Только помочь. Никакого насилия. Только помочь открыть детям все свои способности, которые им даны. Это очень важно. А так идти вслед за мечтой, только так. Только мечта вдохновляет. Когда мы говорим детям, дети, вы должны мечтать о великом. А ради чего жить? Ради чего жить, если не мечтать о великом? Конечно, только Ваш так. пример это вот как раз очень Только показательный и очень вдохновляющий. Только так. Когда мы с вами предварительно обсуждали наше интервью, вы сказали, что не являетесь активным интернет-пользователем, и в вашем образовательном проекте вы забираете на время обучения гаджеты. Скажите, с чем это связано и какое ваше отношение к этому? К гаджетам у нас следующее отношение. Гаджеты – это помощники, да, то есть это средства. Это средства, чтобы, например, сделать работу более эффективной. Но это средство должно у вас появляться в руках тогда, когда вы уже наполнены каким-то содержанием. Мне очень нравятся ребята из Кремниевой долины в этом смысле, что даже когда они сами работают над какими-то проектами, они убирают гаджеты.
Потому что они отвлекают. Если мы каждую секунду с вами будем отвечать на все смс-сообщения, на все сообщения в любых мессенджерах, мы просто с вами не сделаем очень важные вещи. Будет уходить время. Это глобальная потеря времени. Есть важные вещи, а есть просто вот такое времяпрепровождение в социальных сетях. Что оно дает? В чем смысл? Безусловно, это новые коммуникации, это способ коммуникации, безусловно. И мы тоже принимаем участие в этих коммуникациях. Но детей, детям нужно объяснить, что это средство. И пока они не наполнят себя содержанием, это средство не должно их отвлекать вот от этого процесса. Вот, поэтому это только... У них не возникает сопротивления? Нет, не возникает. У них не возникает сопротивления, потому что все-таки мы относимся к использованию гаджетов детьми очень осторожно. Потому что мы знаем все негативные последствия использования гаджетов. Ольга Владимировна, в конце нашего интервью мне бы хотелось, чтобы вы чему-то научили меня, дали какой-то совет нашим слушателям. Но представьте, если я сейчас скажу, как нужно себя вести, я сразу перестану быть философом. Я же этого не могу сделать. Но поскольку, опять же, вам чего-то хочется, такого вкусненького. Да, очень хочется. На десерт. Да, давайте я просто покажу, как человек мыслит. Хорошо? Все вы знаете какую-нибудь русскую народную сказку. Давайте возьмем, например, «Красная шапочка и серый волк». Да? Помните эту сказку? Да, помните, чем она заканчивается? Да? Да. Сказка закончилась. Чем она закончилась? Волку разрезали брюхо. И красную шапочку. Выпустили бабушку и красную шапочку. Вот непонятно, что дальше было с волком, но я вам задаю вопрос. Да? Жизнь ведь на этом не закончилась у красной шапочки и бабушки. А что было потом? Возможно, они вернулись обратно к себе домой. Не знаю, ваша фантазия не ограничена. Что было с красной шапочкой и бабушкой? Я думаю, что они обговорили эту ситуацию, во-первых, вернулись домой и постарались как-то сделать из нее какие-то выводы. Они это сделали в течение часа-двух. Что было с ними в жизни? Дальше она росла, сталкивалась с какими-то новыми проблемами, испытаниями. Бабушка была рядом, выполняла роли мамы и отца. Вы сейчас можете отрефлексировать, что вы говорите? Возможно, пытаюсь сказку подвести под стандартную историю жизни. Причем, собственно, вашу. Вот мы через эти вещи показываем взрослым людям, а, как правило, они дают очень простые повседневные варианты, ровно те, которые они сами проживают в жизни. То есть, конечно, это очевидно, проективная методика, безусловно, да, но самая соль в другом, что мы вас попросим сделать 15 продолжений сказок, снимем с вас психологическую инертность, и только на 16-й раз вы начнете творить. То есть наша задача раскрепостить вас и открыть вам ваши собственные возможности, чтобы вы вышли из стандартного мышления и начали творить что-то свое. Спасибо вам большое, это была очень интересная беседа. Пожалуйста, приходите к нам еще.